Вот, наконец-то, данные получены, экспериментальные данные с помощью датчика температуры и влажности DHT-22 на базе контроллера PLK Arduino Uno. Вот на экране компьютера мы видим COM-порт, вот получаются данные с помощью COM-порта COM3, с помощью программы PuTTY. Вот в реальном режиме времени мы сохранили, сейчас я сохраняю, и окей, заканчиваю сессию, и вот это окно программы PuTTY, и у нас на рабочем столе вот в этом файле были сохранены эти данные. Вот эти данные мы будем использовать для обработки и идентификации объекта управления. Я скопирую этот файл в эту папку моделирования. И дальше вот можно здесь с помощью программы разработки Arduino IDE посмотреть монитор порта. Вот плата подключена к порту COM3, вот информация о плате Arduino Uno. Дальше мы можем увидеть вот serial монитор и serial plotter. И здесь мы можем увидеть вот эти полученные данные экспериментальные. Вот они выходят на этот экран. Вот эти данные мы получили, мы сохранили в файл. Одновременно мы не можем открыть два окна, поэтому надо закрыть и открыть второе окно. Это serial plotter. И здесь вот мы получим график полученных данных. График. Вот постепенно выходит вот этот график. Это случайный сигнал, случайная функция. Мы должны вот эту случайную функцию обработать и дальше использовать для идентификации объекта управления. Все. Вот. Всего доброго, до свидания. Добрый вечер, уважаемые подписчики. Сегодня мы рассматриваем тему сбор и хранение экспериментальных данных датчика температуры DHT-22. Поехали! Здесь используются термины, это данные, сигнал, сбор и хранение данных, PLK, то есть программируемый логический контроллер на базе Arduino Uno, компьютер, температурный датчик DHT-22, COM-порт, Arduino IDE, среда разработки, а также система сбора хранения данных, а также аппаратный и программный интерфейс подключения. Что такое сбор данных? Это процесс сбора информации, измерения целевых показателей в системе. В науке эта процедура очень важна для экспериментальных и так далее исследований. Да? Система сбора данных ССД – это есть комплекс средств для работы совместно с ПК, ПЛК и выполняющий автоматизированный сбор информации о значениях физических параметров, заданных точках объекта управления с аналоговых или цифровых источников сигнала, а также первичная обработка накопления и передачи данных. Информационной измерительной системой называется многоканальный измерительный прибор или система приборов
с широкими возможностями сбора, обработки и анализа данных. На основе этих систем, то есть информационных систем, могут быть построены АСУТП, автоматизированные системы управления технологическими процессами. Мы полученную информацию будем хранить в виде файлов, то есть именованных областей данных на носителе информации, то есть дисков, используемых как базовый объект взаимодействия с данными в операционной системе. Для сопряжения этих систем с компьютером используются 4 вида, то есть способа сопряжения. Первый – это сопряжение на основе встраиваемых плат сбора данных с интерфейсом PCI. Второе – системы сбора данных на основе модулей сбора данных с внешним интерфейсом. В нашей работе используется вот этот COM-POD интерфейс. Третье – это системы сбора данных, выполненные в виде крейтов, то есть магистрально-модульных систем. И четвертое – группы цифровых измерительных приборов или интеллектуальных датчиков на основе вот этих стандартов. Мы будем использовать COM-POD, то есть последовательный под. Это интерфейс стандарта RS-232, который массово оснащались персональные компьютеры. Под называется последовательным, так как информация через него передается по одному биту. Вот COM-POD изображение. Здесь RX и TX это прием и передача данных. Дальше USB-порт тоже является последовательным портом и может использоваться в виде COM-порта. Связь между Arduino и компьютером основана на базе USB-порта. Сейчас я вам буду описывать схему системы сбора и хранения данных вот на этой схеме. Вот объект управления. Мы получаем сигнал, аналоговый сигнал объекта управления с помощью датчика DHT22, который имеет чувствительный элемент и АЦП на базе микросхемы AM2302. Вот эта система является измерительной системой, то есть измеряет сигнал. Далее идет система сбора данных на базе Arduino Uno. Здесь происходит квантование, экстраполяция и так далее сигнала. Дальше через интерфейс вот эта плата Arduino подключается к компьютеру через COM-POD и интерфейсную программу PuTTY. Дальше вот через вот эту программу мы можем хранить эту информацию в виде файла на компьютере. Вот здесь алгоритм создания вот этой системы. Вот алгоритм состоит из 9 шагов по порядку. Первый – это подключение платы Arduino Uno и его настройка. Второй шаг – это подключение библиотеки DHT Sensor Library. Далее написание кода программы. Четвертый – монтаж схемы подключения датчика. Дальше пятое – компиляция и прошивка кода программы. Шестое – проверка работы программы, передачи данных на базе вот Arduino IDE. Далее проверка работы COM-порта. Дальше установка и настройка программы PuTTY. И последний сбор данных и хранение в виде файла. Вот я здесь расписал по порядку. Вот первое подключение платы Arduino. Вот состоит из следующих шагов. То есть мы подключаем плату и делаем настройку через меню Tools. Определяем плату и так далее. Второе, подключаем библиотеку DHT Sensor Library. Далее мы пишем код программы на языке C++. Вот. Очень маленький код, самый простейший код. Скорость передачи данных 9600 бит в секунду. 9600 бит. Далее задержка 2000 миллисекунд, то есть 2 секунды. Да? И получаем значение температуры в виде вот переменной T и выводим на экран.
Здесь схема подключения вот, датчика DHT22 к плате Arduino через вот следующие пины. Далее мы прошиваем код через вот, команду compile, вот, компиляция, и второе команду download, прошивка. И в результате получаем такое сообщение. Далее мы проверяем работу системы вот, через монитор порта. И вот это, на экран выводится значение этого датчика. Далее мы можем увидеть график этого соединения. Вот график датчика, сигнал датчика, график. Этот сигнал является гауссовским шумом, то есть случайной величиной. Да? Далее, вот эту процедуру мы должны были выполнить в начале, вот, если он перед подключением порта к Arduino к компьютеру. Но я сделал здесь вот, для того, чтобы подключить программу PuTTY. Мы должны обязательно убедиться в этом, открыв диспетчер устройств компьютера. И в этом диспетчере устройств вот, в списке мы должны найти вот, порты и COM-порт, например, 3, куда мы должны были подключиться в Arduino. Вот. Здесь в Arduino Uno, здесь он является вот, портом вот, Tools порт COM3. Вот, плата обнаружена на этом порту, поэтому COM3, и здесь тоже должно быть соответственно тоже COM3. Если не обнаружен порт, мы должны его установить вручную. Далее мы должны установить программу PuTTY. У меня компьютер 64 бита. И установить и запустить программу. И настроить вот это окно, настроить конфигурацию. То есть здесь вкладку Session открываем и пишем COM3. Соответственно. И скорость передачи данных 9600 сериалом. Устанавливаем и сохраняем. Далее открываем вкладку Login. Здесь Printable Output. Здесь находим файл. Выбираем вот наш файл, сохраняем файл data-dash и нажимаем Open. Далее уже открывается окно вот, программы PuTTY. И здесь вот эти данные, которые мы получили от датчика, они выходят сюда. Здесь мы вот, в режиме реального времени. Далее вот хранимые данные мы можем увидеть в файле. После того, как закрыть вот это окно, мы должны закрыть. Потом здесь в этом файле на рабочем столе хранится этот файл data-dash, и открыв, мы увидим вот такие значения. И вот эти значения мы можем дальше, экспериментальные данные, мы можем дальше использовать для обработки данных, для исследования и идентификации передаточной функции объекта управления. До скорых встреч! Надеюсь, вам будет полезным это видео. До свидания.